Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖРЕ. Здравствуйте. Здравствуйте. Я скажу, что сегодня мы за программу хотим успеть про два рода поговорить. Начнем мы с рода Каршин. Давайте сначала раскроем термин «небольшой род». Мы говорили, что род – это не просто число каких-то людей, которые объединены семейными связями или еще какими-то. Это географический, в том числе, термин, если мы говорим о башкирских родах, по крайней мере. Так вот, что такое небольшой башкирский род, что такое большой башкирский род? Давайте просто поймем. В общем, мы неоднократно говорили, башкирская полития, так называемая, образовалась, когда после, скажем, демонтажа, властной вертикали, то есть такого государственного типа, когда Иоганн Венгр в XIV веке писал «Государь всей Баскардии», это последнее упоминание, так сказать, о башкирском государственном образовании. Потом образуется такая горизонтально интегрированная полития, состоявшая из, скорее всего, клана, сейчас больше употребляется, в литературе, поскольку она более адекватна, потому что если когда мы говорим род, это все сразу у нас опять вылезает. Это все Энгельс. Этнологически, и Энгельс, и Морган, и так далее, что семья, человек, семья, группа семей, род, племя и так далее. Но это клан, конечно, который обладал своей волостной территорией. По численности, естественно, все эти кланы были разновеликие. Но юридически они абсолютно имели одинаковый статус, когда, в общем-то, собирались все башкирские кланы и решали вопросы общенационального характера, они были все едины. И мало того, некоторые кланы, даже несмотря на то, что были очень маленькие, у них был очень большой политический вес, допустим, как Каршин в свое время, в 18 в начале 18 века у них был очень большой политический вес, может быть, потому что они находились прямо под Уфой и имели непосредственные, скажем, контакты с воеводской, и провинциальной властью. Может быть, поэтому, может быть, еще каким-то, может быть, по личным качествам бессменного руководителя, который почти что 30 лет руководил этой волостью, Шарипа Мрякова, может быть, так. Чтобы, опять же, понять, за счет чего сохранялся баланс в взаимоотношениях между родами. Потому что, как ни крути, но конфликты из-за земли или из-за каких-то других экономических вещей – это вещь неизбежная в любом государстве, между любыми группами. За счет чего малые рода, небольшие рода сохраняли свою землю, свою, в конце концов, экономическую независимость, самостоятельность. Понимаете, тут всегда, если мы обратимся в архивный документ, там буквально просто завалены этим челобитами по поводу земельных споров между родами. Они судились иногда, в тяжбы такие вступали, которые длились, десятилетиями и столетиями. Допустим, и не только между собой, и даже, допустим, ганинцы, и башкиры салжуты и так далее, которые живут на севере, на территории Свердловской области, жили раньше, салжуты, и так далее, они не то ли 200 лет со Строганами, судились по поводу земель по реке Чусовой. Но, в общем-то, в итоге они проиграли. И здесь то же самое между родами. И почему сохранялся баланс? Во-первых, не давали слишком-то могущественным родам своевольничать представителей других родов, потому что это все прекрасно знали, у кого какая территория. Допустим, если вам принадлежало какое-то озеро, условно говоря, Аслыкуль, там нельзя было какому-то большому роду напасть и отобрать его у более маленького рода, поскольку другие, так сказать, рода в роли таких третейских судей выступали. И плюс, все это дело особенно контролировал, конечно... Другие сильные рода не давали усиливаться кому-то из них. Не то, что там даже не в этом дело было. Там, наверное, я думаю, во главе угла это был именно этот критерий справедливости. То есть, если вам вотчина, ведь это от слова «отец», отчина, отчизна, все это однокоренные слова. Если вашим отцам и предкам принадлежало, то другие рода, в общем-то, все это прекрасно знали. И свидетельствуют, это земля была еланцев, другой род сюда незаконно вступается и так далее. И плюс воеводская администрация, она тоже за этим зорко наблюдала, чтобы не было. И, все это дело пыталось регулировать. И плюс все эти потом челобитные всегда переправлялись в Москву, поскольку башкиры имели право непосредственно. В принципе, все тогда имели право непосредственного обращения, но башкиры еще имели право, поскольку у них было договорное подданство. При каждой смене власти, приходе нового монарха, они всегда ехали, перезаключали свое подданство, присягали монарху. И в таких случаях обязательно еще они кучу челобитных на рассмотрение давали, который рассматривал различные приказы, в том числе посольские. Теперь возвращаясь к роду Каршин. Да. Род Каршин, он тоже такой интересный. В общем-то, если мы обратимся к самому, в общем-то, этнониму Каршин, то тут интересные вещи обнаруживаются. Например, наш, так скажем, классик башкирской этнологии, этнографии Раиль Гумерович Кузеев выводил название Каршин от тюркского слова «карши». Карши
зафиксировано в Диван Лугат ат-Турк, собрание тюркских слов, тюркского филолога XI века Махмуда Кашгари. Допустим, слово «Каршин» переводится как «королевский дворец». Крепость, да? Просто сарай дворец, я поэтому... Это сарай, это тоже дворец, но Карши, да, она все-таки это больше, наверное, скорее всего, как замок. Ага. Как замок, скорее всего. Сарай это просто вот да, стоит. Да, вот все-таки сарай, это такой, да. Угу. А тут Карши это все-таки такой укрепленный замок, скорее всего, да. Это верно вы подметили. Вот. А в поэме «Кудат-Губелик» тоже тюркского поэта XI века Юсуфа Баласагунского тоже употребляется неоднократно это слово. Улюм, Бузды, Карши, Сарай, Ев, Укуш. Вот. И тут два слова. И сарай, и Карши. Да. То есть и дворцы, как бы и замки. То есть, если Карши замок, то Каршин это тот, кто замок охраняет, скорее всего, обороняет. Так, да, это как бы логически из этого вытекает. Дворцовая там охрана, что ли, я не знаю. Ну просто и других этимологий не возникает. Ну, а то, что их этноним связан с Карши, тоже кажется очевидным. Хотя есть и альтернативные версии. Мне сам один каршинец, башкир из деревни Шарипова, вот сейчас, я не знаю, много лет его не видел, озвучил, что вот Каршин существовала то ли легенда, то ли что Каршин – это Карашин. Карашин, карай черный, шин это значит, или шоно, это по-монгольски волк, да? Вот, значит, черный волк. Ну, не знаю, насколько это верно. Зафиксировали несколько версий. Да, разгадку, может быть, мы найдем когда-нибудь. Такой был служилый род. Смотрите, интересный документ. Ведь документов очень мало осталось, к сожалению. Там по 16 веку вообще там на пальцах пересчитать. И то, в основном, если что-то осталось, уже относится к эпохе уже после присоединения Башкирии к Московскому царству. А то, что до присоединения, вообще там, просто крупицы. И вот одна из таких крупиц, вот документ, просто я хочу прочитать. 1536 год. Царь, значит, Иван Васильевич выдал грамоту на город Темников. Сейчас город в Мордовии. Это тогда была территория Касимовского ханства, вассальное ханство. Казанскому вассальному? Нет, Московскому государству. Московскому. Касимовское. Это специально оно было создано. Я понял, да, Касимов город. Город Касимов. Касимовское ханство, ее специально создавали, это вассальное владение, чтобы потом идти походом на Казанское ханство. Да. То есть все беглецы из Орды, там, нагайцы, все там, значит, кто угодно, или все, кто хотел служить, все туда стекались. Город Касимов, Касимовское ханство, по-тюркски назывался Хан-Керман, значит, ханский город. В 15 веке было создано вот такое служилое Касимовское ханство. И туда все ордынцы стекались. А местное население это было мещора, да, то есть мордовское племя, которое под влиянием вот этих всех выходцев из Орды тюркизировалось, приняло тюркский язык, приняло ислам, и вот стали всем известными мишарами, да, вот это мещора, или мещеряки, как их называют. Да. Вот. Они составляли основное, так сказать, население этого ханства. А знать была вот как раз выходцы все из тюрко-монгольских племен. Так вот, в 1536 году царь Иван Грозный выдал грамоту на город Темников князю Еникею. Кавычки открываются. Велено ему татар то есть какие, что имеется в виду под татар? Татар же понимаем, что это служилые татар, это сословие, то есть не национальность. Велено им татар, тарханов, башкирцев и мажарян, которые живут в Темникове, судите и ведайте по их старине. То есть давайте разберем тарханы. Тарханы, значит, это опять же башкиры, поскольку в основном, значит, в Орде, в Златорде, особенно в Казанском ханстве, как вот уже это доказано наукой, это были, значит, башкирские служилые люди, тарханы. Просто давайте еще раз напомним, что понятие национальности в том виде, в котором мы сегодня называем, появилось в XIX веке. Да. Поэтому тогда, в общем, это просто другие обозначения. Другие обозначения нет, но все-таки этническая идентичность существовала. Естественно, конечно, дальше, но... Тарханов, башкирцы, башкирцы это понятно, вот просто, да. значит, рядовые ясашные башкиры, которые, может быть, с этими же тарханами приехали, значит, и мажирян. Мажиряне – это мишари, конечно. Мишари, то есть мещеры местные. И далее, вот, значит, пишет, а уже другая грамота, то есть мы видим, что до присоединения еще Башкирии к России, еще даже до взятия Казанского ханства, мы видим, что башкиры уже в Касимове служили. Видите, да? То есть уже на службе, когда говорят, что вот башкиры начали служить в московских войсках только после, значит, присоединения. Нет. Выясняется, служилые люди, понимаете, это у них не было какой-то, скажем, территориальной привязки, это экстерриториально служилый такой класс, они сегодня могли в Казани служить, завтра скажут, там, московский царь, могут в Москву поехать. С кем договорятся. Да, захотели, там, еще в Крым поехали, понимаешь, то есть это нормальная феодальная такая вот. Это средневековье. Да, какой феодал, значит, ему пообещать, какие условия, ну, пожалуйста, хоть куда, он хоть в Сибирь поедет, куда ему угодно. И тут дальше, значит, сохранилась также копия грамоты царя Василия Шуйского 1608 года, пожалованной князю Акчурину, и в котором говорится, вот за службу
и родени, вымороченные княж Акчуриным княжем, что-то Карьева, над мордвою, то есть ему дается власть, над мордвою Каршинского Беляка судом и пошлинами. То есть это о чем говорит? То есть Каршинский Беляк, то есть Бейлик, то есть это княжество, Каршинское княжество, вот внутри, это владение, внутри, опять же, этого Касимовского ханства. Все, у нас есть четкие доказательства, что в 16-м, раз это в начале 17 века, значит, это и раньше было. То есть, значит, в 16 веке вот каршинцы, как служилые люди, выезжали в Касимов, служили в Касимовском ханстве и даже оставались уже и там, и после. Но ведь недаром мы, когда вот начали генотипировать выходцев вот из Мещеры, многие Мещеры имели, в общем-то, те же самые гаплогруппы, как и башкиры. Ну, фактически это те же самые башкиры, которые уже, значит, в виде мишарей, часть, не все, конечно, часть переехала сюда, уже в Башкирию, и, в общем-то, живут. Мы, кстати, не сказали, где они проживают, каршинцы. Мы упомянули, что они близки были к Уфе. Близки к Уфе, да. Ну, в общем-то, а территория в основном, в общем, все вот 99% каршинских населенных пунктов на территории Кушнаренковского района. Ну, это, во-первых, значит, деревня Шарипова, вот когда мы едем по трассе в сторону Казани, вот, деревня Шарипова, там 3 деревни Акбаш, даже 4 было Акбаш, Акбаш Верхний, Акбаш Средний, Акбаш Нижний, потом деревня Мамякова мы всегда проезжаем, потом Гумерова, Юлуш, Асаново, Агарды, Кугуль. Но это же, правда, уже Юлуш, Асан, Агарды и Кугуль, это уже на территории Уфимского и Благоварского районов. Вот. Но основная масса всего каршинцев вот, проживает на территории Кушнаренского района. Центральной деревней была деревня Шарипова. Это просто сейчас усеченное название, а оно называлось раньше Каршин-Шарип. А почему Шарип? В честь старшины Каршинской волости Шарипа Мрякова. Некогда было первое лицо Башкирии вообще-то в отношениях с центральным правительством. То есть это был такой верный старшина. Говоря современным языком, такой, значит, делец был еще тот. Своего рода Остап Бендер просто супер предприимчивый. Мало того, что владел вотчинными территориями, он, значит, добился, как бы сказали, значит, патент на продажу, значит, алкогольной продукции. Тогда это вообще была, так сказать, монополия государства. Там и... Винный откупщик это называлось. Да, винный откупщик. Заработал неимоверное состояние. Он, кстати, был первым башкиром, а может быть, даже вообще первым, так сказать, мусульманином и народцем, который имел дом в Уфе, короче. У него был здесь внутри Уфы усадьба, потому что тогда это была военная крепость, и так было устроено, что и народцы там, ну, потенциально как бы враги там и так далее, понимаешь, там вдруг там восстание, они там ворота откроют и так далее. То есть это все вот так, по такой призму рассматривалось. А он был первый. Это какие годы? Начало 18 века. 18 века. Вот. И, ну, потом вот восстание началось с 35-40-х годов, 1735-40-х годов. И вот Шарип Мряков, он, конечно, он был самым верным старшиной, сражался против восставших. Ну, понятно, экономически абсолютно вообще все оправдано, потому что все свои капиталы он заработал как раз благодаря монополии, благодаря государству, да, и поэтому он его защищал. Так он под Уфой находился. Значит, любая экспедиция там, карательная из Уфы, от его волости там ничего не останется. С другой стороны, видимо, он не очень-то популярен был среди своих вотчинников. Видимо, он там многих и обижал. Есть сведения, что он пленных башкир там в неволе у себя держал там, и так далее. Вот во время восстания много повстанцев было, и вот попадали. И, значит, и в итоге, что мы видим? Если в начале, вот в 1725 году, 1725 год, тогда ведь Башкирия это была терра инкогнит, и власти не имели даже представления даже о численности башкир, просто не пускали, информацию не давали. То есть такое было представление, что если нас всех перепишут, то всех там непомерным ясаком обложат, и все, и, значит, лучше скрывать, лучше занижать численность. И чтобы узнать, впервые в Башкирию проник в 1725 году, представьте, 1725 год. Уже там Америку, англичане освоят, тут сюда даже зайти не могут, понимаешь, царские власти. Сами уже русские, уже на Аляске высадились, уже в Калифорнии. А здесь вот то, что под бок, это терра инкогнито еще было. Вот. С разведывательной целью отправили кунгурского бургомистра Юхнева. Якобы с торговыми целями, а на самом деле узнать, в общем-то, количество. И прямо ему задание было дано вычислить людей, мужчин, которые могут воевать, сколько их вообще человек. И вот он ездил, в какие-то волости его не пустили, вообще просто выгнали, а в каких-то он побывал. И вот он был в Каршинской волости, и вот он дал численность такую, что в Каршинской волости числилось 700 дворов и 2100 мужчин, способных воевать. То есть, если взять это один воин к 5, там, допустим, мирных жителей, то получается около 10 тысяч душ обоего пола. То есть, это очень крупный род по тем временам, огромный клан. Когда кончилось восстание, и приехал Рычков в середине 18 века, то есть через 25 лет после Юхнева, что там осталось? Из 700 дворов осталось 77 дворов. 10-кратное падение. Куда делись люди? И либо экономика так сложилась, они переселились, либо это были такие серьезные бои.
Бои были, но не могли же вырезать всю эту волость. Это же не могло быть. Поэтому тут большой вопрос. Либо кто-то из них ошибся. Тоже нельзя исключать. Ну, может быть, но я не думаю все-таки. Я думаю, что все-таки это результат его непопулярной политики. Дело в том, что ведь, ну и что твой клан, ты, ладно, каршинец, но если ты там перебежишь в другой клан, тебя тоже там примут, и никто тебя не спросит, кто ты по происхождению. Я же говорю, эти кланы, они не были кровно-родственными какими-то. То есть они могли переходить из клана в клан. Я думаю, просто в результате его непопулярной в народе политики этого старшины, большинство его клана просто разбежалось по соседним кланам просто, и все. Эконом-политические причины, да, скажем так. Можно так сказать. Говоря марксистским языком. Ну вот еще что хотел сказать, как раз когда была Семилетняя война 56-1764 годах, деревня Каршин-Шарипов была местом сбора, причем для многих походов. Был под Уфой сборный пункт. В Уфу же как? В Уфа же маленькая. Куда ты эти полчища поставишь? В Каршин-Шарипов это обычно такой был сборный пункт для отправки какие-то заграничные походы или куда-то. В общем, формировался этот башкирский полк. Ну, еще хотел сказать, наверное, о людях каких-то, да, об известных представителях. Да. Ну, там говорят, что я не проверял, говорят, что отец этого знаменитого Рудольфа Нуриева, каршинец. Я знаю, что он где-то под Уфой родился, но пытался где-то найти, но у меня было, сомнение, то ли он дуванейцем, то ли он, каршинец. Мать-то у него из-под Казани татарка, а отец здесь он под Уфой. Ну, там народный художник СССР Арсланов Мухаммед Нури Ахмедович, тоже он из деревни Мамякова был. А еще в Мамяково интересно, у них 2 кладбища. Со стариками разговариваю, а почему, говорю, у вас 2 кладбища? А это, говорит, Иске-Зейрат, старое кладбище, говорит, Башкир-Зейрата, говорит. Тут небольшой такой, маленький, а это, говорю, а это Мишар-Зейрата. То есть, в деревне 2 общины, подавляющее большинство, башкиры были, небольшая там часть была мишарская, потом позднее переселились. Хоронили даже на отдельных кладбищах. Ну, вот мы хотели сегодня про 2 рода поговорить, но не успеем мы про 2 в этой программе. Тазвар, хоть и род небольшой, а история интересная. Это была программа «История башкирских родов». У микрофона были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере».